Александр Максович, доброе утро. Доброе утро. Вот уже 15 лет каждый год вы дарите городу свои картины. А как вы их отбираете? Ну, во-первых, все лучшее, что я написал за год, за что мне не стыдно, я дарю городу. Потому что в 1997 году, в день открытия галереи, 31 мая, руководству Москвы и страны я дал обещание на открытии выставки, что все лучшее, что буду делать не на заказ, я буду дарить людям, городу, галереи. Как создавалась галерея? Ну, в 1996 году наступил такой момент в моей жизни, непростой. И мне товарищи посоветовали все передать государству. И учитывая то, что после каждой персональной выставки люди, не попавшие на нее, писали руководству государства с просьбой сделать мою выставку постоянно действующей. Поэтому у меня было моральное право, и я пришел в Государственную Думу. Все фракции, независимо от политических воззрений, единогласно проголосовали за создание государственной картинной галереи, назвать ее моим именем и под эти цели выделить особняк в центре города. А были ли среди тех, чьи портреты вы писали, люди, которые вас потрясли? Не так давно я написал портрет выдающегося разведчика, героя Советского Союза Вартаняна Георга. Это знаменитая Тегеранская конференция, когда ему дали задание руководство нашей страны обезвредить группу, которая должна была уничтожить в Тегеране на конференции Черчилля, Сталина и Рузвельта. И он это сделал. А кого-то из известных людей вы открыли для себя заново, когда писали? Например, я помню, писал Илью Резника, нашего знаменитого поэта. Когда на него со стороны я так смотрел, гордая осанка, такой, знаете, весь вытянутый, недосягаемый, недоступный и так далее. А при близком знакомстве, когда мы с ним начали работать над портретом, это добрый, душевный, очень простой, в чем-то даже наивный человек. У вас очень кропотливая манера письма. Сколько в среднем времени уходит на одну работу? Портрет, он бывает с интерьера, без интерьера, по грудной, с руками, без рук. Отсюда примерно и зависит, но если говорить срок написания, но если говорить в среднем, как вы говорите, то в среднем примерно месяц. Вообще у меня сейчас, у нас в галерее открыта выставка «Они сражались за Родину». Выставлено более 40 портретов и известных людей, таких как Евгений Матвеев, выдающийся артист, Бондарчук, Владимир Этуш, Виктор Розов, священнослужители, которые воевали и так далее. Я эту выставку недавно в рамках доверенного лица Путина возил в Волгоград. Там в город-герой, пришло много героев, тоже, знаете, слезы на глазах, было удивительные 2 месяца моей выставки. Все это очень трогательно. Я преклоняюсь перед тем поколением, которое всю свою жизнь отдало служению Родине. Александр Максович, вы известный трудоголик. Да, работаю каждый день. Что выражается в огромном количестве написанных вами картин. Но хотелось бы узнать, что вы любите делать в свободное от творческого процесса время? Ой, я же являюсь художественным руководителем галереи, государственной картинной галереи. Вот, и после работы я каждый день иду в галерею и руковожу коллективом. Ну, конечно, я люблю еще классическую музыку, без которой жить не могу. 6 октября у вас был день рождения, мы от всей души вас поздравляем. Наверняка Спасибо. в этот день в ваш адрес прозвучала масса пожеланий. А чего бы вы сами себе хотели пожелать? Я бы себе вот что пожелал. Чтобы в моем сердце, к счастью, до сих пор горит огонь. Без этого огня ни один творческий человек жить не может. Он мертв будет тогда. Он будет рисовать на холсте, но это не будет трогать сердце зрителя. А задача художника – достучаться своим искусством до сердца зрителя и вызвать в нем положительные эмоции, чувства, чтобы художник или композитор чувствовал, что то, что он работает, не в корзину. Вот это очень важно. Затем, но для всего для этого мало таланта и мало труда. Это обязательное условие. Важно, чтобы в сердце горел огонь и разгорался. И вот я благодарю судьбу, пока огонь горит, разгорается, сил во мне более чем достаточно. И я желаю, чтобы этот огонь как можно дольше горел. Александр Максович, спасибо вам большое за эту встречу. Спасибо вам, Алена.